Члены оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции определили правила проведения новогодних праздников на территории Сосногорского района. По информации Роспотребнадзора, в настоящий момент наблюдается ежедневный прирост числа зараженных COVID-19. Члены комиссии сошлись во мнении, что проведение массовых мероприятий в предпраздничные и праздничные дни рискованно, и приняли ряд важных решений. В частности, об отмене народных гуляний и новогодней елки главы Сосногорского района. К сожалению, так складываются реалии, что сосногорцы будут, как и вся страна, обделены в этом году полноценными новогодними гуляниями. Не будет массовых мероприятий, но мы надеемся, что в скором времени эпидемия пойдет на спад, и мы компенсируем. Всегда будем рады новым зрителям. Я думаю, что их у нас появится гораздо больше по окончании пандемии. Также был отменен и общегородской новогодний фейерверк. По решению районной администрации средства, которые были выделены на проведение праздничного салюта, перенаправят на ремонт жилья в сельских населенных пунктах. Ну, конечно, обидно, что не будет фейерверка. Все-таки это было такое событие для всей семьи. Выйти в Новый год, посмотреть на красоту, порадоваться. Но, с другой стороны, замечательно, что жилье будет отремонтировано. Мое отношение, в принципе, ко всему нормальное, потому что если не будет фейерверка, не будет фейерверка в этом году. Что делать? Отремонтируют кому-то жилье, действительно, кому-то повезет больше. И с другой стороны, конечно, обидно, что дети ждут Нового года, праздника. Это в любом случае праздник для всей семьи, для всех. Переживем как-нибудь. Будем надеяться, что в следующем году мы увидим вдвойне краше фейерверк. Я отношусь очень хорошо, положительно, потому что я вообще каждый год, если честно, думаю, вот столько денег, на фейерверк тратится, и эти деньги могли бы пойти в какое-нибудь другое место, Вот как раз в этом году, мне кажется, сделали все правильно. Во-первых, они сразу же две проблемы, убрали. Первое, не будет скопления людей, то есть это коронавирус, у нас не будет распространяться. И вторая у нас проблема, это как раз жилищным фондом. Впрочем, совсем без праздничных мероприятий не обойдется. В планах проведение спектаклей для всей семьи. Напомним, деятельность театрализованных организаций в нашем регионе разрешена. Пройдут спектакли для самых юных сосногорцев с соблюдением всех действующих ограничений. В этом году планируется к показу 5 спектаклей, которые состоятся в детские школьные новогодние каникулы. Состоятся спектакли 3, 4 и 5 января. Заявки на приобретение билетов будут приниматься по предварительной записи с 14 декабря по 30 декабря с 9 до 17 включительно. Продажа билетов самих состоится в день представления, согласно записи. Естественно, необходимым условием является соблюдение всех эпидемиологических требований. Рассадка зрителей будет осуществляться в шахматном порядке, то есть всего в зал мы сможем вместить около 100 человек. Обязательное соблюдение масочного режима, контроль температуры на входе, санитарная обработка рук антисептиком и, конечно, соблюдение социальной дистанции при проходе в зал, в гардеробе и в местах общего пользования. Также члены комиссии приняли и другие решения. Так, новогодние мероприятия в детсадах и школах пройдут в пределах отдельных групп и классов, без присутствия родителей. Проведение корпоративов на территории муниципалитета будет запрещено. В период проведения новогодних праздников во всех населенных пунктах будет усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях и общественном транспорте. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. На территории Республики Коми среди несовершеннолетних проводится информационно-профилактическая акция «Мы против грязного слова», направленная на формирование чистоты речи подрастающего поколения. Проводится она при поддержке сразу 4 министерств республики – образования, науки, молодежной политики, внутренних дел, культуры, туризма и архивного дела, а также труда, занятости и социальной защиты. Поучаствовали в этой полезной акции и учащиеся Сосногорского технологического техникума. Студентам рассказали о вреде сквернословия и отметили, что нецензурная брань также наказуема. Сегодня я хотела бы вам рассказать про то, какую ответственность несет человек, когда употребляет нецензурную брань в общественных местах. У нас есть статья 20.1 Кодекса об административных правонарушениях. Выражение нецензурной брани в общественных местах, которые предусматривают собой административную ответственность, а именно наложение штрафа в размере от 500 рублей до 1000 или арестом до 15 суток. Приобщился к борьбе со сквернословием и настоятель храма преподобного Серафима Саровского.
Отец Сергий провел с ребятами душевную беседу, в которой поделился, что и сам когда-то давно употреблял в своей речи запрещенные слова, но легко от них отказался. Давайте вот, вы все же со священником встретились, ребят. Мы любим, когда о нас говорят хорошо, но нам трудно, когда про нас что-то плохое говорят. Давайте не глядя ни на учителей, ни на кого, вот, просто вот, поднимите руку, кто из вас принципиально в жизни считает для себя, что я матом не ругаюсь. Есть ли среди вас хотя бы один такой человек? Нету. Здорово. Вот. Ну, я был такой же, как вы, поэтому мы все, да, ругались. И лишь когда я узнал, что есть Бог, тогда я перестал ругаться. Отец Сергий надеется, что этот разговор заставил студентов задуматься, насколько глубоки и опасны последствия этого социального явления. А закрепил душевную беседу с ребятами настоятель храма не менее душевными песнями, которые пробудили в ребятах добрые мысли. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купи и не отнять. Акция «Мы против грязного слова» будет проводиться в нашем городе до 19 декабря. Беседы с несовершеннолетними ребятами будут повторяться, так что говорить красиво может каждый. Главное – захотеть. Андрей Калиничев, Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.